7 февраля, 1076 день аннексии Крыма. Здравствуйте! Сегодня в Замане вы узнаете о таком. Крымско-татарский активист после 12 суток ареста вышел на свободу. Читал намазы, альхамдулилля, времени было много. Строители Керченского моста рассказали о условиях работы. Кому в глаз попало? Главы МИД ЕС выступили за продление антироссийских санкций. Все за то, чтобы сохранять давление на Россию. Крымско-татарский активист Сейран Салиев вышел на свободу после 12 суток административного ареста. Его обвинили в распространении якобы экстремистской литературы. О том, как встречали Салиева, далее в сюжете. Во дворе дома Салиевых собираются люди. Сейрана отпустили из изолятора временного содержания на несколько часов раньше. В подъезде расклеили фотографии и письма со словами поддержки. На пороге семья и близкие друзья. Ваша помощь, ваша дуа всегда ощущалась с каждым приходом этих посылок. Надеемся, наша дуа ощущает все, иншаллах, узники. Аминь. Желаю, чтобы те, кто до сих пор сидит в тюрьмах, поскорее вышли на свободу и объединились с семьями. В семье Салиевых 3 детей, ждут 4-го. Живут они вместе с мамой, Задия Ханым, которая является ветераном национального движения крымских татар. Вспоминает тот день, как страшный сон. Режим Советского Союза напомнил, это мои деды проходили вот это вот, поэтому оно меня сразу спровоцировало вот эти, да, я поняла, каково было. Не хватало частички нашей семьи, самой главной частички, поэтому, безусловно, по своей тяжести это, наверное, были одни из самых тяжелых дней для меня за последнее время. Мы с детьми каждый день говорили о том, что вот сегодня такой-то день прошел, на следующий день говорили о том, что уже 3 дня прошло, 4-й день, 5-й день, считали эти дни, и мы верили. Мы надеялись на то, что он выйдет, и Аллах ачок шукурлеру сон. Соседи рассказывают, Сейран Салиев – порядочный человек, которому никогда не было претензий. Не может человек, который религиозный человек, который делает намаз и поклоняется Аллаху, быть террористом. Тем более у нас в Крыму, у нас их нет, они не там их ищут, не в нашей стране. В мечети пусть будет это какое-то мероприятие. Все организовывал он. Где что надо собрать, принести, поставить, кого куда подвести, там что-то там принести, помочь чем-то физически или морально поддержать. Всегда первым прибегал Сейран Салиев. Поздравить с освобождением Сейрана приехал адвокат Эмиль Курбединов. Их арестовали в один день, 26 января. Адвокат ехал к Сейрану как к своему подзащитному. В результате обоих обыскали и арестовали. Эльвина Сидбулаева, Лидия Полянская, Заман, АТР. Допросили 3 свидетелей и составили график на март. Таковы результаты заседания суда по делу 26 февраля в оккупированном Симферополе. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что среди допрошенных свидетелей обвинения были 2 полицейских, у которых проблемы с памятью. Еще один свидетель не видел никаких беспорядков на митинге. Фигуранты дела 26 февраля. Заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз и крымско-татарские активисты Али Асанов и Мустафа Дагерменджи. Им вменяют организацию и участие в массовых беспорядках на митинге 26 февраля 2014 года. Однако у них массовая амнезия. Они после того, как оглашаются их показания и после того, как выявляются ряд противоречий, они ничего не помнят. Урезанные в половину зарплаты, изношенная роба, деревянные шлемы. В таких условиях работают строители Керченского моста. Рабочие рассказывают, что, к примеру, группа из Алтая до конца вахты так и не доработала. Кроме этого, для строителей действует система наказаний.
О условиях работы редакции Керчи ФМ рассказали монтажники и сварщики Керченского моста. Объясняешь ему, что обмундирование пескоструйщика негодно для работы, так как у него есть щель, а ты работаешь в песке. Ему говорит, без разницы, ты аккуратнее, говорит, будь не смотри просто туда и все. Кому в глаз попала калина, кому песка полные глаза насыпались. Вот это карабашский абразив. Средство, от которым люди страдают раковыми заболеваниями. Смотрите, сколько в месяц его привозят? По 30-40 тонн. 600-700 метров длиной. И слой здесь сантиметров 40 только вот этим карабашским абразивом покрыт. Люди работают здесь за копейки. У здания Госкомреестра оккупированной Керчи большие очереди. Около 200 человек хотят сдать документы на регистрацию права собственности в центр. Ранее крымчане занимали очередь через электронный кабинет. По данным представителей оккупационной власти, с 1 апреля очереди будут сквозными. То есть у граждан будут различные варианты получения талонов по предварительной записи через интернет-портал, а также живая очередь с получением талона в местном терминале. Мы наследство получили, а в очередь на право собственности стать не можем. Сколько человек вообще стоит? Около 200 сейчас, 183. Больше 200, я 208. Моя соседка записалась сейчас утром, было 183. А какой раз она пытается попасть? Первый. Первый? А я 152-й, тоже первый. Каждый день, вот как на работу теперь будем ходить в 5 часов вечера. Хорошо, если кто не работает. А кто работает, как человеку попасть? Никак. У кого с 8 до 5 рабочий день. Если один день пропустил, все заново. Да, так точно. И так везде. Полиция применила дубинки, слезоточивый газ против ветеранов АТО, участвующих в товарной блокаде оккупированных районов Донбасса. Активисты заблокировали проезд автобусом на трассе Бахмут-Константиновка. Активист Игорь Громов рассказал, что, скорее всего, в этих автобусах были молодые люди, ехавшие на проплаченный митинг против блокады. Акция по блокаде торговли с оккупантами началась 25 января с блокирования активистами железнодорожного переезда Луганск-Лисичанск-Попасная с призывами о прекращении торговли с незаконными вооруженными формированиями. Вы против кого достали дубины? Расскажите, пожалуйста. Против кого вы достали дубины? Это тетушки, которых везли туда для того, чтобы хлопцы, которые блокируют, загнали. Убрать всех! Убрать! Где забрали? Быстрее! Уходи! Дорогу забрать! Что ты делаешь? Надо сказать! Что ты делаешь, отец? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дивіться, що відбувається. Удары наносились в область спины, позвоночника, в шею, сзади, в затылок. Били по рукам. Хотя я кричал, что у меня оружия нету, я не пришел сюда для провокации. Вот. Избивали бессовестно просто. Это показатель того, что режим Януковича еще до сих пор существует в нашей правоохранительной системе. «Расстрелянный Майдан». Фотовыставку с таким названием представили в Верховной Раде Украины. Автор Александр Тимошенко говорит, выбрал здание парламента для того, чтобы украинская власть не забывала, через какие преграды прошел народ и о ком должны заботиться депутаты. Фотограф представил 60 фотографий, сделанные в период с 26 ноября 2013 года по 18 февраля 2014 года. Чому ж я знімав, чому я з задоволенням знімав цих дівчат, що каменюки носять, чи ж пиріжки, які роздають. Тому що я бачив у цьому такий порив, таку людяність у цьому всьому бачив. Це була краща, тепла сторона Майдану. Я розумів, що ці люди виступають і борються за свою гідність і демократичні цінності відвоюють саме в такій напруженій обстановці. Впервые 2 крымских татарина из Турции получили статус зарубежного украинца. На вечер крымско-татарской культуры в Анкаре были приглашены лидер крымских татар Мустафа Джемилев и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сыбига.
Двое граждан Турции, представители крымско-татарской диаспоры в Анкаре, получили свидетельство украинской диаспоры. За всю историю взаимоотношений между Турцией и Украиной статус зарубежного украинца гражданам Турции вручили впервые. Документы выдал высокопоставленный посол Украины в Турции Андрей Сибіга. Сьогоднішній день також і особливий день. І сьогодні я би хотів і матиму честь вручити посвідчення закордонних українців, які вперше в історії української державності українська держава оформила та видала представникам кримсько-татарської громади, діаспори, які проживають на території Туреччини. Новый статус получили экс-глава молодежной комиссии Общества взаимопомощи и культуры крымских татар в Турции Фетхи Курти и секретарь этой организации Омер Озер. Дернек по случаю такого события организовал вечер крымско-татарской культуры. Среди приглашенных гостей лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В ближайшие дни министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибудет с официальным визитом в Украину. До этого наш премьер-министр Гройсман совершит визит в Турцию. После этого, вероятно, в конце марта или в начале апреля, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган совершит свой визит в Украину. Мы с послом обсуждали темы, которые нужно будет затронуть в ходе этих визитов. Здесь присутствовали разные люди, были политики, чиновники, представители Министерства иностранных дел. Мы сегодня решили организовать вечер фольклора, чтобы больше вспомнить свои истоки. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие принесут пользу нашей родине Крым. Мы хотим и надеемся, что наша родина в скором времени будет освобождена от оккупации, и тогда мы сможем проводить подобные мероприятия на своей родине. На мероприятии выступали крымско-татарские музыканты и артисты. Среди них танцевальный ансамбль «Джиин» из Анкары. Кроме этого, в этот день в Анкаре прошла встреча членов платформы крымско-татарских организаций Турции. Мы, члены платформы, собрались сегодня для обсуждения крымско-татарских вопросов, говорили о нашем народе и родине. Недавно в Киеве прошло очередное заседание Всемирного конгресса крымских татар. Сегодня мы оповестили глав наших крымско-татарских организаций о результатах данного заседания. Мы считаем, что главная наша задача на сегодняшний день — это оповещать весь мир о ситуации, в которой сейчас находится наш народ в Крыму. Для этого мы запустили сбор подписей, мы обсуждали методы организации этого проекта и совещались с главами диаспор на эту тему. Также был представлен всем проект комплексов генический, который будет включать в себя мечеть, крымско-татарские школу и детский сад. На мероприятие были приглашены представители политических, государственных и социальных учреждений Турции. Имени Халил Владлен Мельников, Лидия Полянская, Заман, АТР, Анкара. Главы МИД Евросоюза хотят продлить санкции против России. О продлении ограничительных мер против агрессора, введенных в 2014 году за войну в Украине, говорили на встрече в Брюсселе. Кроме этого, дипломаты обсудили эскалацию конфликта на востоке Украины, а также сохранение американских санкций против России. Это эскалация насилия на Востоке, наша позиция в отношении аннексии Крыма и наша продолжающаяся поддержка полного выполнения Минских соглашений и нормандского формата. Мы хотим инвестировать в социально-экономическое развитие, которое может привести пользу всем украинцам. Непонятно, кто за этим стоит, но нет причин для ослабления санкций. Все за то, чтобы сохранять давление на Россию. Путин – убийца. За это высказывание корреспондент американского канала Fox News Кремль ждет извинений. В частности, речь идет об интервью с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. А вот реакцию Трампа на реплику корреспондента глава пресс-службы комментировать не стал. Я уважаю многих, но это не значит, что я со всеми в ладах. Он лидер своей страны. Я бы сказал, что лучше ладить с Россией, нежели находиться с ней в конфликте. Если Россия помогает нам в борьбе с исламским государством, что является на сегодня главной битвой, а также в борьбе с исламским терроризмом во всем мире, это хорошо. Буду ли я с ним ладить? Я не знаю. Возможно, что нет. Однако Путин — убийца. Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?
невинная. Я не знаю руководителей правительства в Америке, которые были бы убийцами. Пока это все. Следующий выпуск «Заман» уже через 2 часа. Оставайтесь с АТР. До завтра.